Гляди, он скоро сядет на трон. Ага. И думай, как нам от него избавиться. Конфликт добра и зла, извечная тема многих сказок и легенд, воплотили в спектакле одно из древних ингушских сказаний актеры Тюза. Действие происходит в далеком королевстве, где у правителя Акийской земли рождается престолонаследник Али. Правда, счастье королевской четы длится недолго. После рождения сына монарх отправляется защищать рубежи страны. Прошли годы, мальчик подрос, однако желанный трон спешит забрать дядя. Чтобы свергнуть с престола, Саламандр использует в своих делах колдуна и превращает преемника в крысу. На него лучше. Репетиция спектакля «Крысиный бунт» проходит как раз перед премьерой. В каждую постановку, тем более детскую, важно вложить свою мораль. В этой же она постарается донести простую истину. В любой ситуации надо оставаться человеком. Ее своей игрой стремится передать зрителям главный персонаж Али. Воплощает его Амин Тутаев. На сцене Тюза он уже 3 года. Мне было немножко сложно перестроиться с негатива на положительную сторону, исходя из того, что мой предыдущий персонаж был таким отрицательным, заядлым негодяем, так сказать. И здесь уже такая вот небольшая переквалификация в доброго, яркого персонажа. Вот это было единственной сложностью. В постановке задействованы как новички, так и профессионалы. За 20 с лишним лет заслуженный артист Ингушетии Магомед Абиев примерил на себя самых разных персонажей, но чаще игра шла от лица кукол. Я такие роли играл только, грубо говоря, в кукольных театрах, в кукольных постановках. За ширмой ты играешь куклу, а тут ты играешь в живом плане. И пластика должна сочетаться с твоей речью, чтобы это было совпадение. И роль такая, конечно, у нас, сказать можно говорить много, это надо прийти, увидеть и оценить. Гнетущую атмосферу создают музыка и световые эффекты, а экспрессии добавляют сами актеры. Как получше передать ту или иную эмоцию, подсказывает главный режиссер Лейла Хадзиева. В основе сюжета лежит борьба людей с корыстными желаниями крыс и темных существ времен Средневековья. Через декорации, костюмы и хореографию режиссер стремится показать главную идею, вложенную в сюжет. Вы увидите, когда человек от жадности перевоплощается и становится той великой крысой, у которого ничего такого человеческого не остается. Он переступает через какие-то определенные пороки, и во что он превращается, куда исчезает. Вот мне важно было показать, что с человеком происходит, когда он начинает крысятничать. Превратится ли Али обратно в человека? Понесут ли его дядя и злой колдун наказание? Все это юные зрители смогут увидеть на премьере. Она состоится 7 сентября, 2 часа дня. Дана Плева, Асхаб Белакиев, Новости 24.